Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем цикл наших передач «Уроки космофилософии» или «Познай самого себя» с Муратом Мусабаевым. Здравствуйте, Мурат. Здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить о реальности человеческого «я» и реальности души. Но прежде чем начать разговор об этом, вы недавно съездили в Российскую Федерацию, вас приглашали, чтобы вы прочитали там лекции. Как это все прошло? Расскажите нашим телезрителям. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну, поездка прошла очень удачно, поскольку я в случайности не верю, значит, я отнесся к этому, что вот как по предопределенному. И я благодарен псковским друзьям, которые меня свозили в Крипецкий монастырь, в Псково-Печерскую лавру, к мощам святых. Потом мы поговорили, это люди были очень подготовленные. Эта публика была подготовленная, и изучали много священных писаний. И вот мы с ними поговорили, мне понравилось, что суть этой передачи, вернее, нашего семинара заключалась в том, что мы не отменяем и не принижаем достоинства ни одного вероучения в мире, ни одного священного писания. Священное писание, оно священно для всех, независимо к какому вероучению относится. Нужно уважительно относиться к источникам. Потом каждое вероучение подразумевает вероустав, то, что мы шариатом называем. Каждое вероучение имеет свой шариат. И ни в коем случае нельзя отрываться от шариата. То есть там абсолютные правила жизни человека описаны, которые мы каждый день в быту, в отношениях должны проявлять. Но только единственное, мы поднимаем на некоторый уровень осмысления и понимания этих источников, когда все это уже понимается, что говорится об одном Боге, об одной религии, то, что мы говорили, я религия слова не употребляю во множественном числе, что религия одна, единобожие. А вот просто метафоры, символика, тайнопись, да, она немножко может отличаться. Различные, да? Да, она может быть различной. И вот в этом контексте мне понравилось, что ко мне подходили люди и говорят, ну, я раньше как-то у меня слово «ислам» ассоциировалось с агрессией, с какой-то ненавистью, с фанатизмом, говорит. Ну, потому что так преподносят средства массовой информации, что ислам — это сплошной террористы там в исламе, там, и так далее. Показывают одних там террористов, которые подрывают там метро или там себя подрывают там, и так далее, вместе с собой уносят жизни других людей. Поэтому, наверное. Да. И она говорит, мне запомнилась, говорит, ваша фраза, говорит, что если взять священный Коран, он является продолжением и завершением Библии. Я, говорит, сейчас совершенно в этом уверена, говорит. И опять же, я им пытался сказать, что человек, который хочет постичь именно тайнопись ислама, сокровенную суть ислама, он должен понимать язык Нового Завета. А язык Нового Завета он тоже никогда не поймет, пока он не будет понимать язык Ветхого Завета. То есть основное это Пятикнижие Моисея и книга Иисуса Навина. И вот когда мы в символику этого текста проникнем, нам дальше уже текст будет раскрываться дальше. Но есть одна такая причина большая вот этому всего. Каждый человек на Земле, нас уже больше 7 миллиардов человек, и каждый человек себя называет «я». И вот это «я» для него единственная осознаваемая им реальность. Действительно он понимает, что я родился когда-то, я когда-то умру, я имею физическое тело. И вот это наше телесное самосознание, которое отражает наше «я», оно становится единственной реальностью, которую мы понимаем. Но даже если взять просто элементарно сон человеческий, это уже другая реальность. Это уже другая реальность. И вот у нас все, даже постижение религии, оно происходит в контексте человеческого «я». И происходит отождествление «я иудей», «я христианин», или «я мусульманин», «я атеист». Но «я» и понятие «душа человеческая» — это совершенно разные вещи. Это совершенно разные вещи. И вот чтобы этому человеческому «я» постичь, что такое душа. То есть человеческое эго должна постигать Свою же душа, да. И вот с этой точки зрения, вот этот весь путь. Если взять, мне как раз там, я благодарен Вадиму, у меня был старый перевод Бхагавад-гиты
Бхактивиданта с вами Прабхупады. Я его до дыр в свое время прочитал, но я слышал, что есть Парамаханса Йогананда. И вот я поехал, во-первых, в Москву сначала с целью того, чтобы вот продолжение книги «Познай самого себя. Уроки космофилософии». Сейчас выйдет книга «Стань самим собой. Уроки космофилософии». И вот в контексте этого прочитанного, там мой друг Вадим, теперь уже вот хороший друг мой, он мне как раз преподносит вот этот вариант Бхагавад-гиты Парамаханса Йогананды. Я как раз хотел задать вопрос. Вот мы с вами вот в течение 6 передач обсуждали, рассказывали нашим телезрителям об единости вот веры, да? Вот Коран перед нами, там Евангелие и Ветхий Завет, да? Вот из 2 частей вот Евангелия. И хадисы также. И также сегодня вы принесли, значит, книгу индуизма, Бхагавад-гита. В свое время, в советское время, я тоже читал, вот, изданный в те годы, там, в 3 томах. А в чем вот различие этой и в чем общность с нашей темой? Есть какая-то общность Бхагавад-гиты вот, с Кораном, Библией, там, Торой? Абсолютная точность, идентичность абсолютная. Вот я хотел сказать о том, что в той книге «Познай самого себя» я как бы упор делал на то, что не имеет значения вот исторический контекст, потому что он от «я» воспринимается. Когда от «я» мы категориями времени судим, что это было когда-то, там, географически где-то там на Аравийском полуострове, исторически тогда-то было, понимаете, и сразу наши суждения меняются. То есть вот практически мы, когда перечитываем или читаем ту или иную книгу, мы его воспринимаем в историческом контексте. Да. То есть если действие там Арджуна или там Кришны происходило там 4-5 тысяч лет назад, там Иисуса Христа там где-то 2000 лет назад, Мухаммеда 1500 лет назад, то есть мы это все должны воспринимать в сегодняшнем времени, да? Или как это? Вот я как раз хотел сказать, да, что вот посвящается Бхакту Арджуне, проявленному в каждом истинном богоискателе. То есть этот Арджуна символический. В каждом из нас, да? Вся, да, Бхагавад-гита, это, во-первых, такая сердце Махабхараты. Махабхарата, она примерно как наш эпос Манас, это такой великий эпос, да. И вот Арджуна разговаривает с Кришной. Соответственно, Арджуна – это символ ищущего «я», а Кришна – это символ того, что мы называем духом, или то, что называется Адамом, исходящим от Бога, то, что символизировал Христос. Понимаете? Но это, почему сказано, в каждом истинном богоискателе. Такого человека нет, который бы не обладал правым, левым полушариями головного мозга и духовными и материальными силами, энергиями, которые управляют всеми процессами нашей жизнедеятельности. Вот мы с вами прошлый урок завершили на том, что мы сказали, что в Библии описываемое потомство Адама, оно не подразумевает физического потомства. Тот родил того, умер. И мы с вами говорили о том, что сила – это подсознание, та сила Христос. Мы его можем называть сверхсознание. Здесь есть некоторые слова, которые мы просто по-разному поменяем слова, но от этого не меняется суть. И вот мы говорили, что сила подсознания проявляет себя в следующей силе, которая потом нам дыхание дает, потом она дает следующее, она развивает следующую силу, которая дает нам кровообращение. То есть все процессы создают то, чем мы сегодня пользуемся, и даже не управляем этими процессами. Они сами произвольно происходят. Но это же целый космос внутри человека, когда каждая клетка сообщается с другой, когда кровь несет тельца, питает организм, когда процесс зрения, процесс слуха, в этот же момент волосы растут, ногти растут. Но мы как бы обновление клеток, мы этому значения не придаем. И, следовательно, мы говорим, что вот эти силы проявляются в каждом человеке. Вот здесь я один момент хотел, это как раз продолжение того, что вот интересно, сейчас я хочу сказать. Вот смотрите, интуиция является мостом между душой, с одной стороны, и мыслями и ощущением эго с другой. То есть интуиция является мостом между душой и как раз человеческим «я». Это не одно и то же. Теперь, если человек сможет, не теряя сознания, на сколько-нибудь существенное время разотождествиться
с мыслями и ощущениями, то есть со своим «я», его интуиция разовьется настолько, что позволит ему постичь природу души. То есть, если человек просто, вот почему мы там пятикратный намаз читаем, да, или там иудеи шаббат держат, вот они в это время пытаются немножко отдельно «я» мое и моя душа. И вот он как бы в сферу души заходит, концентрируется на ней, это то, что связано с Богом, как Кришна связан с Богом. Как Адам, как подсознание связано с Богом. И он старается немножко понять, что же вот в его сфере «я» происходит, что с нашим эго происходит. Теперь, когда человек полностью спокоен, не думает, не чувствует и не находится в бессознательном состоянии, но сознает свое существование, исполненное радости бытия, в котором слиты воедино мышление, мысль и мыслящий, или знающий, знание и познаваемое, это сознание души. Теперь дальше. Из непроявленной трансцендентности душа, индивидуализация Создателя, проецирует те силы, которые создают оформленное тело и способность посредством него получать опыт. Вот как раз это то, о чем мы говорили, что когда подсознание, Адам и Ева, как самосознание, на основе которой возникает личностное восприятие, они, это же Адам, это индивидуализация Создателя, правильно? И вот они проецируют как раз вот эти силы, которые описаны потомством Адама. Адам родил Авеля, Каин убивает Авеля, потом вместо Авеля Сиф, потом Каинан, и вот эти все. И вот они проецируют, соответственно, это не мама с папой в чреве матери делают ребенка, а именно силы сознания и подсознания человека. Именно они, как энергии, как электромагнитная сила, да, импульсы, они создают вот здесь, начиная с одной клетки, и вот дальше разрастается. В Коране как сказано? Мы сотворили человека, потом мы поместили его каплей, а ведь Бог сотворил Адама. Коран — продолжение Библии. Соответственно, мы создали Адама, человека, потом мы поместили его каплей в надежно защищенном месте, в чреве матери. Потом мы каплю обратили в сгусток, из сгустка жеваное мясо, и дальше происходит плод. Следовательно, то, что мы называем духом и душой, существует до появления нашего «я». Как оно будет существовать после появления нашего «я». Но весь наш миропонимание концентрируется только, как будто это единственная реальность вот этого «я». И вся наша жизнь, все наши интересы и выгоды, они сконцентрированы вот в этом «я». Но нам надо понять, ведь на самом деле жизнь и интересы и выгоды — это разные вещи. То есть жизнь — это процесс, а интересы и выгоды — это действие. И вот вы должны понять, что мы, например, преследуя интересы, там, допустим, получить образование, получить профессию, заработать деньги, создать семью — это интересы и выгоды. И вот нам что-то интересно, наш ум привязывается к этому, мы спешим что-то в жизни получить, от жизни, как мы говорим, самореализоваться. Ну, упаси Бог вас, болезнь тяжелая настигнет, и ваши интересы отойдут на третий план. Вы тогда развернетесь к тому, что называется жизнь. И тогда для вас это, что имело вчера для вас значение, да, оно уже потускнеет красками, и вы будете думать, как сохранить эту жизнь. И вот поэтому апостол Петр, когда ему задали вопрос, для чего человеку болезни нужны, вот эти немощи, он говорит, а вы знаете, это единственное время, когда вы перестаете грешить, и когда вы наконец-то обращаетесь к Богу. А это можно сделать только через душу человеческую. Так вот, если бы человек душой был, тем, кем себя называют, мусульманином, христианином, иудеем, буддистом, да, или там индуистом, да, между ними не были бы различий. А вот именно с точки зрения «я», человеческого эго, начинается противопоставление. Мы верные, вы неверные, мы правоверные, вы там вообще кафиры. И начинается вот эта вся вражда, все начинается здесь. И вот, что самое интересное, здесь битва при Курукшетре, как я в этой книге написал, это битва, происходящая в телесном самосознании. Здесь Йогананда Парамаханса пишет, что не то реальное сражение имеет место. Это как метафора принята. Но эта битва происходит прямо здесь и сейчас в каждом человеке. Война пандавов и кауравов. Это как раз война наших дурных склонностей
со склонностями к добру. Она всегда происходит. И вот мы написали 12 колен Якова, и мы сказали, что это склонности. И, как правило, это дурные наши склонности. Это наша склонность к похоти, это наша склонность к агрессии, это наша склонность к гневу, да, к насилию и жестокости. Это там к смене впечатлений. Мы бегаем, ищем вот этих впечатлений, шоу устраиваем. Да. Мы все время ищем каких-то впечатлений. Да. Дальше это там чревоугодие, и дальше к власти, все наши дурацкие привязанности. И только из 12 последний Иосиф – это тот, кто уже заступил то я наше, та ступень нашего я, которая уже приближается к тому, вот вы сказали, да, приближается к пониманию Сифа, то есть к пониманию той души, которая проявлена здесь. И здесь дальше наступает вот это единство. Мы когда говорим о Моисее и Аароне, это внутри нас, это наш как раз интуиция наша. А интуиция обладает разумом, а разум – это опция души. И когда наш разум дает сигналы нашему рассудку, Аарон становится вместо Иосифа. Да? Это когда разум говорит, давай постигнем, может быть, не только наша реальность «я» существует, может быть, что-то существует до и после, чему следует обращать внимание в этой жизни. И они обращаются к кому? Они обращаются к фараону. А фараон и есть наше «я» внутри нас. Это и есть эго. И вот элементарно в жизни происходит, ты думаешь, вот ну нужно все-таки, допустим, правильно себя с женой вести, правильно с друзьями вести, правильно исповедовать религию, допустим, все-таки к своей работе относиться каким-то таким образом, там, не брать взятки, не делать коррупцию, да, разум как бы рассудку говорит, и они обращаются к «я». Почему фараон не отпускает все время? Да потому что он, в конце концов, приняв этот импульс, я говорит, да подожди ты, мне нужна еще дача, мне нужна еще там трехкомнатная квартира, еще нужно что-то там, ресторан, кафе нужно. И он не дает рассудку подняться до уровня Иосифа, чтобы мы постигли душу. И ему а у него только интересы и выгоды. И вот он говорит, я еще должен депутатский мандат купить, я еще должен там президентом или министром стать, я еще должен, у меня миллион, я должен 10 миллионов. То есть наше «я» ненасытно. Понимаете? Я ненасытна. И вся символика сказка Пушкина о старике, рыбаке и рыбке. Душа, старик символизирует душу, которая просто себя, как агнец, приносит жертву. А я, это старуха, да? Она бесконечна и одно подо. Корыто разбито, дай целое корыто, дай. И вот это дай. Дай хоромы, там все да, это. Да, вот это все как бы существует. Я даже вот обратил внимание, я просто спросил у некоторых знакомых, а как впечатление о передаче. И вот первое опять от «я», от ума. Ум сразу обращает на внешнее. Вот ты знаешь, ты не в той куртке был, ты там обувь не та, выглядел не так. Я говорю, вот видите, как ваш ум реагирует? Ему внешне интересует, как я одет. Не суть того, о чем я говорю. Он вас сразу отвлек, он не так одет. Я вот сегодня даже переоделся, дабы не смущалось сердце ваше, дабы не смущался ваш ум и не отвлекался на глупости. Давайте говорить о сути, а не о форме. И вот когда мы потом, дальше мы с вами придем, мы имеем форму государства, форму власти, а есть суть. Мурат, знаете, вот есть такая пословица: встречает по одежке, провожает по уму. Да. Вот первое впечатление наших телезрителей, которые знакомые, которые видят эту передачу, видимо, сначала обращают на внешнюю оболочку, а потом уже вникают. Я думаю, тот телезритель, который обратил на одежду, он уже с сегодняшнего дня начнет обращать на суть передачи. Вы знаете, я это умышленно сделал. Я умышленно в первой передаче я не готовился. И вот мне было интересно, обратят на это внимание? Обратили. Потом Обратили, я да? немножко сменил антураж. Сегодня я еще раз сменил антураж, чтобы понять, чтобы человек понял, на что первый раз он обратил внимание. Иногда, когда мы хотели большой объем информации вложить, допустим, в течение передачи, речь была быстро, там, ну, как бы так, насыщенно. Ну, здесь нужно сказать, что у каждого человека есть определенный интеллект, да? Есть интуиция. Да. Вот сегодня наша передача именно вот об этом, о человеческом эго, то есть я, да? И о душе, вот, об интеллекте и интуиции. Да. Вот в чем все-таки разница? Как можно воспитать свой интеллект, используя интуицию там,
И от «я» переходить, обратить больше внимания жизни, да, или душе, там, как это можно сделать? Вот интеллект от интуиции отличается тем, что у человека человеческое «я» обладает рассудком. Это ум, рассудок. Соответственно, рассудок имеет интеллект. Интеллект может быть от образования 3 класса до Нобелевской премии. Но это всего лишь материальный интеллект. Интеллект телесного самосознания. Он может быть напичкан многими знаниями. И вот сегодня происходящее в мире, неважно, в политике, там, в экономике, там, в культуре, в искусстве, все больше от человеческого «я». Это все интеллект. В интеллекте можно упраздняться. Извините, мы читали и Сократа, и Платона, и Аристотеля, да? И вот до сегодняшнего дня. А ничего не поменялось, потому что мы не вышли за пределы реальности нашего «я». А интуиция – это более тонкий вид знания. Поэтому, когда Каин убил Авеля, сказано, как Бог сказал, кровь брата твоего вопиет из земли. И вот к нам голос интуиции, кто-то очень тонко его слышит. Мы это иногда 6-м чувством называем. Да? Вот это как раз интуитивные посылы, они настолько тонкие, они не развиты. Вот поэтому здесь сказано, что кто хотя бы на какой-то промежуток времени сможет разотождествиться со своим «я», вот тогда он заметит, насколько начинается укрепляться его интуиция. И вот если взять, например, в Новом Завете сказано, да, не было, говорит, на земле, жена не рожала такого, говорит, человека, как Иоанн Креститель. Это точки зрения нашего интеллекта. Но самый малый он в Царстве Небесном. То есть там, где начинается интуиция, эти познания интеллекта, это интеллектуальное понимание там, даже священного писания, даже чего угодно, да, оно является самым малым. Там, где заканчивается вот этот интеллект, но он тоже должен быть в некоторой степени развит. Ведь есть пророков, если возьмем, они с точки зрения интеллекта, многие писать не умели, читать, но у них было развито интуитивное знание. И они сегодня дали такие труды, которые являются предметом исследования многих священников-интеллектуалов. И они упражняются в этом, да, но не понимают, что пророки не имели ни образования, ни дипломов, ничего не имели. И тем не менее, все религиозное знание построено именно на интуитивном знании. А именно это из подсознания идет к нам с точки зрения понимания вещей. Можно я сейчас вот здесь еще дочитаю? Из непроявленной трансцендентности душа, индивидуализация Создателя проецирует те силы, которые создают оформленное тело здесь, да? И способность посредством него получать опыт. Подобно лучу киноаппарата, проецирующему на экран множество движущихся фигур, исходящие от духа, то есть от Адама, лучи души создают на экране пространства и человеческого сознания картину тела. Дальше вот здесь есть очень хороший момент, да? Лучи души, проходя через пленку иллюзии, разделяются на различные созидательные силы, которые становятся телом и присущими ему инструментами сознания и жизни, умом, эго, энергией жизни, восприятием и так далее, позволяющими действовать и реагировать на окружение. Современная наука, признавая тело проявлением электромагнитных волн, приближается к истине. Сегодня действительно физики, квантовая физика, они говорят, что да, тело это результат электромагнитных волн. То есть те тончайшие энергии, которые одновременно у нас из подсознания идут, потом там тонкие энергии астральные, да, они создают атомарную энергию. А атомы преобразуются в вещества, и дальше вот это тело структурируется. Но мы есть матрица, мы есть суть, изначальная суть, которую Бог создал. А ведь все наше понимание религии, оно... Вот с чего мы начали передачу. Если Адам первый мужик для вас, а Ева первая баба, на этом религия заканчивается. Вы тогда ничего не поймете. Это как раз понимание «я» человеческое. И вот когда в Египте, символизирующим телесное самосознание, которое под рабством нашего «я» находится, вот он не выпускает, потом Моисей все-таки выводит. Воды моря символически символизируют телесное самосознание, морем, водой символизируется. И вот когда в суре 55 милосердный сказано, он грань установил между двух морей, готовых слиться, установив между ними барьер незримый. Дальше в Ветхом Завете сказано, когда ребро вытащил Бог из Адама, он то место закрыл плотью. То есть вы уже не видите, вот эта грань-то. Или сказано во второй день творения Бога, да,
воду отделил от воды и поставил между ними твердь, названную небом. Это как раз духовная граница между вашей реальностью, которая становится реальностью «я», и реальностью того, что мы Царство Небесное называем. Поэтому Иисус говорит книжникам: лицемеры, говорит, сами не входите в Царство Небесное и другим не даете, сами не видите, говорит, Царство Небесное, небеса отверстиями, и других заслоняете. Другими словами, он говорит, вы находитесь в реальности своего «я», не понимаете, что такое интуиция и как раз Царство Небесное, душа, и другим не даете войти. Дальше он говорит, сами не видите вот это понимание интуиции, это, и другим не даете войти, потому что удерживается в границах понимания нашего «я». И вот стоит человеку хотя бы на одну ступню заступить туда, и тогда понимание вещей меняется. Вот я вам такой пример приводил как-то, да? Двое человек через дымоход, через трубу пролезли. У одного лицо грязное, у другого чистое. Кто пойдет мыть лицо первым? И как бы наше «я» говорит, ну, естественно, тот, который испачкал лицо. А вот интуиция говорит, нет, пойдет тот, у которого чистое лицо. Потому что этот, глядя на лицо чистое, подумает, что он тоже чистый. А этот, глядя на того с грязным лицом, подумает, что у него грязное лицо, и первым пойдет мыть. Вот они, сократовские причинно-следственные связи. То есть те причинно-следственные связи, которые мы понимаем в реальности только «я» от рождения до смерти, они никогда не ответят человеку на вопрос. Почему? Вот самый глупый вопрос человека, я говорил, за что мне это, Господи? А ведь ни за что не бывает. Весь Коран прочтите, что ежеминутно, каждое мгновение Всевышний Аллах осуществляет свою справедливость на этой земле. И при этом «я» человеческое будет идти и говорит, а где же справедливость? Один 17 лет живет, другой 100. Один богатый, другой бедный. Один слепой, другой зрячий. Один разговаривает, другой глухонемой. Этот бедный, этот богатый. Этот парализованный, этот двигается. Да где справедливость? Потому что в реальности «я» от рождения до смерти, через ваш интеллект вы на этот вопрос не ответите. И вот символ креста, я вам говорил, это реальность «я». Горизонтальная плоскость, буквальное понимание смыслов, но одновременно существуют вертикальные причинно-следственные связи. И вот закон Тора – это как раз вот эта черта. Он действует по принципу око за око, зуб за зуб. И дальше, когда он Моисею дал 10 заповедей, не убей. Почему не убей? Потому что вы должны знать, закон мироздания, закон Тора таков. Тебе убьешь око за око, зуб за зуб, будешь убитым. Не укради. Украл, опять око за око, зуб за зуб. Вернешься новым «я», у тебя украдут. Предашь, тебя предадут. Изменишь, тебе изменят. И вот тогда, поэтому Соломон и говорит, есть время разбрасывать камни. Есть время собирать. Есть время собирать, есть плакать, веселиться. Они же это говорят через интуитивное знание, они отправляют не в сфере «я». В одной жизни можно вообще всю жизнь разбрасывать камни, но ты по закону Дора знаешь, ты вернешься и будешь эти же камни собирать. Ты будешь весело жить, смеяться, на курорты ездить, отдыхать, злоупотреблять жизнью, все ваши злоупотребления вернутся к вам по этому закону. И вот сегодня... Когда мы находимся в реальности «я», мы говорим, да нет, он прекрасно живет. Поэтому мы крадем, воруем, изменяем. И наши вот эти интересы и выгоды, они начиная на лавочке, бабушка хочет там чуть больше на лавочке места занять или впереди колбасу купить, до транснациональных корпораций, которые производят геномодифицированную продукцию. И интересы и выгоды выше жизни стали. Понимаете? И мы готовы травить ради вот этой прибыли. Сегодня говорим онкологические болезни, все, но мы же... Просто это деятельность нашего ума, это невежественное понимание существующего религиозного знания. Мы ведь ничего нового с вами не говорим, это все есть. Но через понимание «я» мы имеем это знание, и сегодня откровенно мы можем сказать, что религиозное знание находится в упадке. Вот это и есть Вавилон. Вот если египетское рабство символизирует нам как бы сферу телесного самосознания, то вавилонский плен символизируется как раз упадок религиозного знания. И вот как раз вот это невежественное знание, как там сказано в Откровении Иоанна Богослова, разрушено будет. Сегодня будет возвращаться в мир космофилософия. Сегодня люди, даже те, которые никогда не читали Священное Писание, но даже понимающие информационные технологии, как я вам на тех уроках говорил,
Они будут пробуждаться, те же квантовые физики, они будут пробуждаться, и все вести, даже наука должна прийти к тому, чтобы через контекст космофилософии пытаться не просто в следствиях разбираться, исследовать следствия, а понимать причины. И те причины, которые не здесь видны, а вот отсюда видны. И все это в нас находится. Вообще-то, когда Бог создал человека, Он ему дал волю, да? Да. Чтобы выбирать. Каждый человек сам выбирает. Вот. Он принимает вертикальную или горизонтальную. Да. Так не кажется. Вот, ведь мы с вами хотим, чтобы все наши телезрители, вот, видя нашу вот, с вами беседу, они выбрали именно правильный путь. Да. Правильно? Да. Чтобы каждый человек мог выбрать вот, путь к Богу, да? Да. Вот, правильно, чтобы выбирал. Да. А для этого вот, мы все вот, в течение там, последних там, сотни лет, может быть, тысячи лет, через свое «я», через эго вот, действуем, да? А как вот, сделать, вот, чтобы правильно выбор сделал каждый? Вот я хотел бы сказать, вот описан такой библейский сюжет изгнания из рая, да? Был жив Авель, который был пастырь овец Божьих. Был Каин, который занимался земледелием. Речь идет о нашем внешнем «я». «Я» снаружи. То, что мы называем вот реальность «я». Да? И есть внутреннее «я». «Я» внутри. Почему пастырь овец Божий? Это как раз то, что размышляет о Боге, размышляет о вечности, размышляет о том, как мы вообще в этот мир приходим, для чего мы живем, ценности жизни, смысл жизни, да, определяющие. И теперь что происходит? Это и есть символический рай. И вот древнее человечество на протяжении сотен тысяч лет жило с доминантой внутреннего «я». Внешнее «я» было подчинено. Потом Каин убивает Авеля. Это означает что? Что мы просто вышли из этого рая, вывалились наружу, в реальность вот этого «я». И последние 6000 лет укрепление вот этого «я». Соответственно, развитие эгоизма в человеке и абсолютное подавление своего внутреннего мира, своего. Внешний мир подавил внутренний мир человека, но такого на земле человека нету. Если бы пьяница в арыке там, или какой-нибудь бандит в тюрьме, если бы он понимал реальность своего внутреннего, а он же ему тревожит интуитивно, внутри. Почему это со мной случилось? Человек переживает все. А интеллект не допускает, он, как фараон, сопротивляется пониманию своего внутреннего мира. И вот, когда вот это знание хотя бы уравновесится, ведь на самом деле, если взять то, вот сейчас направление пытается говорить о тенгрианстве, да, пытается говорить, вот как по-кыргызски тенгерчилик называется, ведь это как раз есть религия равновесия, тенгерчилик, вот тенгер, то есть равновесие. Ровный, да? Да, да, ровный. Это религия равновесия. Эта религия, вернее, это философия, скажем, космофилософия жизни, она существовала без всяких религиозных источников, без всех письменных каких-то. Она просто из уст в уста, с молоком матери передавалась, и люди жили в такой естественной гармонии. И когда это знание начало пропадать, как бы одним из первых источников появилась, кажется, вот это Махабхарата, Бхагавад-гита появилась, как записанный источник. Потом люди, скажем так, с этого уровня понимания не зашли на низший. После этого появляется закон Тора. Дальше появляется уже Питаки буддийские, дальше Евангелие христианское. И когда люди снизошли до самой последней, скажем так, ступени, да, вот этого «я», агрессивного «я», уже в упрощенном варианте, условно как азбука, как алфавит для понимания вещей, приходит Священный Коран. Как последнее. Последний источник письменного знания. Но, к сожалению, даже это, ну, если мы сегодня говорим о терроризме, об экстремизме, ведь на самом деле «я» имеет демоническую природу. А если человек себя взрывает, а если человек приносит там ущерб там, кому-то, да, он от «я» делает или от души это делает? Душе это не нужно. Это человеческое «я». Или там под автоматом кого-то заставить молиться. Вы себе можете представить, да? Человек может со страху приходить и поклоняться Аллаху, но в душе испытывать ненависть и протест. Польза от этого или вред?
Да он просто в пространство неимоверное количество вот этого негативной энергии. Это как раз и он работает на сатану, на то, что они... То есть, получается, действует в интересах того, против которого они воюют. А это и есть религиозное невежество, это и есть слепой ум, слепое человеческое «я». Вот поэтому каждый религиозный деятель, он сначала сам должен понять. Он интеллектуально может быть развит и показать кучу дипломов. Он даже может наизусть, на зубок выучить тексты Священного Писания, но если у него интуитивное знание не развито, у него небеса не отверстия, он в Царство Небесное не вошел, он не сможет объяснить истинную суть этого. Поэтому пророк Мухаммад сказал, джихад делай прежде всего себе. Конечно. То есть внутри себя. Конечно. Джихад делай себе. Да. То есть познай себя. Да. Правильно? Да. Вот. И поэтому мы, вот, обращаясь к нашим телезрителям, тоже хотим, чтобы каждый человек прежде всего познал сам себя. Да? Да. Каждый мусульманин или христианин, да? Прежде чем о ком-то что-то говорить, он должен сначала вот, послушать свою интуицию. Да. Правильно? Да. И через интуицию уже действовать, выбрать путь. Да? Вот давайте такое сравнение возьмем. Например, тело человеческое, да, мы возьмем это интеллект, это знание. Знание нужно приобрести. То, что называется головой на теле, это понимание. А головной убор – это вера. То есть, если нет головы, веру не на что положить. А если нет тела, голову не на что поставить. Следовательно, знание, понимание формирует твое убеждение и мировоззрение, на которое можно одеть то, что мы называем верой. И вот я может говорить, что я верующий, что я верую, что я там читаю, изучаю, но это будет рассуждение только от интеллекта. И вот мы веру в какую-то ограниченную систему своих представлений и убеждений называем верой вообще. Вера вообще – это объективное понятие. И поэтому Христос сказал, если будете иметь веру, хотя бы с горчичное семя, скажете сей горе встань и вергнись в море, она встанется и вергнет в море. Вот даже символика этого. Вот представьте себе, у нас бывают разные проблемы. Тяжелая болезнь, там какое-то фиаско в бизнесе, или там у кого-то дом сгорел, или что. Мы сели и сказали, трагедия, проблема. Но мы можем на эту же ситуацию посмотреть на другой, то есть символически проблема горой символизирована. Но если ты изменишь ракурс восприятия этой проблемы, эта проблема встанет и вергнется в море, то есть растворится. Следовательно, ракурс нашего восприятия настолько имеет глубокое значение. Вот я в той передаче приводил пример, когда вот девочка села в маршрутку, ехала, да, ведь ситуация та же, маршрутка, женщина зашедшая, которая уступила место, но первая реакция, еще женщина не зашла, она говорит, вот сейчас зайдет, ей уступай место вот здесь, да. И потом, когда та пришла, все-таки зашла через две остановки, она ей уступает место и встает внутри недовольная. Я говорю, вот это война с Аллахом, это война с интуицией, это война с душой, твоего я, потому что я не хочется уступать. А интуиция, разум тебе, Моисей сказал, что уступи место. И вот у тебя война происходит, фараон не отпускает тебя. И вот она едет, сейчас набьется полная маршрутка. А когда мы ей сказали, если бы ты встала и сказала, Господи, только за то, что я встала, вот это и есть моя вера, да? И ты от этого испытала радость, благодать испытала, вот этот правильный подход. И дальше, говорю, набились люди, я потерплю 3 остановки, да, и в это, да, вот это понимание, ракурс восприятия меняется. То есть гора встала и вверглась в море, или тутовое дерево это, изверглось с земли, да, и попало в море. Вот это вопрос изменения ракурса восприятия. Вот мы едем в Москве, да, просто поворачиваем там Подмосковье за угол, да, и пример такой, да, машина одна немножко соскользнула и в кювету. И вот водитель, и вот Михаил, да, наш вот, друг, они выходят, сзади останавливается машина, они помогают ему встать на дороге, вот мы едем. И Миша говорит, мы правильно поступили. Я говорю, понимаешь, вот теперь восприятие этой ситуации. Ты говоришь, да, твое я скажет, да, я имеет склонности как к добру,
так и злу. Потому что я и это есть плод древа познания добра и зла. Поэтому вот эта битва пандавов и кауравов вот здесь, или битва Богом избранного народа, это души человеческие, да, это интуиция. Против чего? Против я. И вот как раз вот эта внутри война, я тоже имею. И вот я в пределах телесного самосознания, он может сказать тебе, да, ты правильно поступил, хорошо, помог. Но это еще не духовное восприятие, не интуиция. И тогда он говорит, а где же интуиция? Я говорю, вот если ты сел бы и сказал, забыв про свое я, что оно помощь оказало, ты сказал, Господи, благодарю тебе, что дал мне послужить тебе через вот это. Тогда для тебя ни я, ни твое оказание помощи, ни он, не столько он имеет значение, сколько имеет значение именно интуиция и душа, потому что она напрямую Богу служит. И вот тогда ты находишься через интуицию, через подсознание, находишься во взаимоотношении с высшими силами. И вот он говорит, слушайте, вот одно и то же просто немножко показать, то есть лицо-то чистое, лицо испачканное. Понимаешь, вот она, ракурс восприятия проблемы. И вот тогда, говорю, у тебя постепенно будет развиваться, как здесь сказано, то, что мы называем интуицией. Тогда ты выйдешь из этого, наконец-то, египетского рабства, из порабощения своего «я». Но тогда начинается что? 40 лет по пустыне, символика. Идет Богом избранный народ. Впереди идет столб света, да, небесный. И вот идет столб, они движутся. Столб останавливается, они садятся на привал. Точно так, когда нас интуиция ведет, мы останавливаемся на привал для осмысления. Но что было сказано, когда Моисей поднялся на гору Сион, да? Люди обступили Аарона и говорят, дай нам для поклонения. И они вылили золотого тельца. Это как раз дурные склонности победили и заставили его что сделать? Золотого тельца они поставили для поклонения. Когда Моисей, символ интуиции в данном случае, да, и разума, опция души, спускается, он разбивает, и даже разбивает скрижали. Вот эта битва пандавов и кауравов, это война идет. И вот они на протяжении идут по вот этой земле, ханаанской идут. А что сказал Бог, Ной сказал сыну Хаму? Проклята из-за тебя земля Ханаана. И вот дальше идут кто? Амореи, Иевусеи, Гергесеи, Перезеи, Хиттеи. Да? Это вот эти силы, это те цари, с которыми по дороге народ Израиля ведет войну. Это как раз наши 6 наших органов восприятия, зрения, слух, осязания. И все те эффекты, впечатления, которые дают они, воюют с духовными впечатлениями. То есть противостояние идет интуиции, интеллекта, разума и рассудка. И вот эта война, она прямо здесь и сейчас происходит, и происходила 6 тысяч лет назад, и 1000 лет назад, и сейчас, и еще в течение вот этого времени будет происходить. Вот эта война происходит наших дурных и добрых намерений внутри. Каждому из нас, да. Но Бог как сказал? Земля, в которую вы идете. А это все мы поднимаемся по уровням нашего телесного самосознания, по ковчегу Ноя. И вот Ханаан, это, он сказать, проклято из-за тебя Хам, а Хам отражает как раз реальность человеческого «я». Он проклял. А Иофету сказал, Иофет будет жить, пусть расширяется земля Иофета. Это как раз начало вот этого душевного познания. И пусть он живет в шатрах Сима. А Сим – символ человеческой праведности. Поэтому Авраам назван семитом, понимаете? И вот мы поднимаемся условно по этому ковчегу с низших уровней восприятия. А душа, конечно, вот наш как бы разум, он характерен к тому, что сомнения бывают. Мы как бы то к добру, то к злу, то вот. И в конечном итоге он сказал, чтобы он жил в шатрах Сима. То есть был, обратился к чему? К праведности человеческой. Вот на этой лекции я им сказал, вот мне Вадим подарил Бхагавад-гиту. Здесь сказано о перерождении. Но, говорю, то же самое сказано в Библии. Вот если теперь вы вняли тому, что Бог не создал плотского человека, Он не создал вот это «я» ваше, Он создал Адама, человек, сказал, как мужчину и женщину создал их, то есть создал как энергию и информацию, как мужское и женское начало. Вот. И Он им сказал, вашему левому правому полушарию, плодитесь и размножайтесь. Плодитесь, создавайте плоды. Плоды чего? Плоды вот эти. Плоды «я». И размножайтесь, то есть много. И вот Авраам, почему? Ведь Коран
сплошь красной нитью идет, кто не последует вере Ибрагима, то есть кто не будет понимать то, что понимал Ибрагим, что ему Бог праведность сменил, тот не является мусульманином, или тот безумен даже сказано. Так ведь Авраам как раз, Авраам, Исаак, Яков, когда они были простыми как сказано в Писании, Бог Авраама, Исаака и Якова, Бог не есть Бог мертвых, Бог есть Бог живых. То есть Бог не есть Бог для вашего «я», Бог есть для вашей души только. И вот когда Авраам постиг, он же опечалился, как я, а это был как Арджуна. Он шел, он думал, ну как, для чего ты сделал этот смысл жизни? Ну и живу я, ну умру, ну детей создам, в 4-м поколении меня забудут. И вот он, как любой человек, мучился, и наконец ему Бог через интуицию отвечает: Авраам, посмотри на небо. И он смотрит на небо, он говорит: сосчитай звезды, ты можешь сосчитать звезды? Авраам говорит: нет. И он говорит: потомство твое, именно плоды я вот этого, будет бесчисленным, как звезды на небе. Он сказал: умножая, умножу тебя, не как плоть. Ведь наше я сразу видит физическое соитие мужчин, женщин, рождение, начинается басня о родословии. Он говорит вашему подсознанию и самосознанию: вы плодитесь, размножайтесь. И именно и в Коране, и здесь, везде сказано, что вот это, создавайте эти плоды. И вот когда Авраам это понял, он сказал: умножая, умножу тебя, но не как я, вернее, как душу буду умножать твоих я. И когда Авраам сказал, как сейчас говорят молодые, yes, то есть он постиг перерождение души. Как в Коране много, мы будем возвращаться, что в Коране вообще неимоверное количество раз сказано об этом. И вот, когда мы перестанем смотреть на эти источники единственного истинного знания с точки зрения интуиции, нас интеллект себя запутает. Поэтому человек почему не может выйти за пределы «я»? Почему он в египетском рабстве находится? Да потому что он живет и говорит: я не знаю, что такое рай и ад. Да я буду жить как это. И, соответственно, его шайтан искушает, его эго искушает, да. И дальше как было там сказано? Чем занимается народ Израиля? Он говорит: кирпичи делают из чего? Глина, вода и солома. И он говорит: отныне перестаньте им давать солому, и пусть они, говорит, солому, говорит, ищут сами. Но урочное число кирпичей оставьте прежним, как было 3-го дня. Это о чем говорит? И таков закон был. Он сегодня работает, этот закон работает. В данном случае солом — это наше желание. То есть у нас есть «я», у нас есть реальность нашего «я», а желание мы сами ищем. Мы хотим сегодня иметь такие очки, завтра лучше. Мы хотим сегодня иметь такой сотовый телефон, пейджер, завтра лучше. Мода меняется, и мы бесконечно ищем эту солому. Двигаются индустрии, развивается экономика, изменяются политические системы, мы там летим в космос, еще что-то. И мы эту солому ищем. И он говорит: они будут это делать. И мы по сей день, как телесные «я», находимся в рабстве этого Египта, он не закончился по сей день. Поэтому исход еще не совершен. Процесс этот продолжается. И только единицы, выходящие, допустим, приходят в религию, а дальше начинается война дурных склонностей и склонностей к добру. А она приводит, кстати, некоторые тельца выливают: да ну это, пошел, он даже уже, вот дошел до какого-то пути, он возвращается: пока я не куплю квартиру, дом, пока я 3 жены не заведу, пока я там еще что-то не сделаю, он будет стремиться к этому, а потом я к тебе вернусь. А как сказал Бог: земля, в которую вы идете, то есть тот уровень самосознания космофилософии, не такая земля, как в Египте, где вы, говорит, поливали потом эту землю, говорит, а там, говорит, очи Господа Бога, говорит, день и ночь присутствуют. То есть это как раз то наше понимание, уровень космофилософии, который сопряжен интуицией с Богом, поэтому очи Господа Бога на ней присутствуют постоянно. И вот если мы вот эту тему дальше будем развивать, а в том же христианстве сказано: истинно вам говорю, первые будут последними, а последние первыми. Я это приводил. Оно имеет как и горизонтальный смысл, так и вертикальный смысл. Вот 2 смысла великолепной притчи, которая в Новом Завете. Да? Там сказано: хозяин дома пригласил в виноградник работников, вышел в 3 часа и пригласил первых работников. Потом вышел в 6 часов, пригласил вторых. Потом вышел в 9 часов, пригласил третьих. И пришел в 11 часов, вышел
всех праздно шатающихся собрал и пригласил четвертых. И они работают до конца дня в винограднике. Дальше он управляющему говорит, это как дух наш, Адам, душе говорит, рассчитайся с ними, говорит, с последнего начни до первого. И он каждому дает по 1 динарию. И тогда как бы первые зароптали, эти же позже пришли. Почему им столько же? И он говорит, почему, говорит, потемнело, говорит. Потемнели глаза твои, почему сердце твое ожесточилось? Не договаривался ли я с тобой за 1 динарий? И не я ли хозяин вправе договариваться? Вот как раз мы говорим, что... Мы же говорим, что это не событие, а процесс. Вот первый, Адама создал, дальше Ева, дальше разум Каин и Авель, дальше мы воплощаемся в тело. Вот это последний. А Бог символизирован виноградарем, а материальный мир, как на небе здесь и под небом, он символизирован виноградником. Христос виноградной лозой, а плод, виноград, это наше тело. И вот как раз наше телесное «я» первым получает вот этот динарий. Но этот же один и тот же динарий, это жизненный опыт. Этот опыт становится достоянием разума, достоянием нашего самосознания души и достоянием духа. Вот один и тот же. И он сказал, что значит это? Первый будет последний. А он говорит, ты и я развоплотишься, и вернется душа в первородное состояние. Последний станет первым. А этот снова что? Будет воплощаться и станет последним. Понимаете? Вот по закону Тора. И вернулся. Но теперь есть еще такой момент. В горизонтальной плоскости. Ты можешь в этом мире быть первым. И ты будешь иметь в этой жизни все. Но если ты этим злоупотребил, не служил Богу, а служил своему «я», гордыне и тщеславию, ты вернешься и будешь последним. А последний, который, допустим, вот жил там в нужде, там, ну, Боже, он вернется и будет испытываться этим. Но тогда получается, если взять первый, второй, третий, четвертый, второй-то поменяется местами с третьим. И вот прямой путь, он находится между вторым и третьим. Поэтому люди, которые живут, понимают, знаете, говорят, богат не тот, у кого много, богат тот, кому хватает. И вот те люди, которые сегодня имеют немного, но имеют достаточно, умеют ценить то, что они имеют, они, по сути дела, от прямого пути далеко не ушли. И, соответственно, у них вот этого колебания, да, собирать камни, разбрасывать, да, у них мало происходит. Ну, условно, он пришел, как я, был достаточно, скажем, нравственным человеком. Даже если он был атеистом, но он был нравственным человеком, моральным человеком. Тогда он приходит и, собственно, недалеко от этого. Имеет семью, имеет работу хорошую, имеет возможность ходить в синагогу, в мечеть, в церковь. И такую благочестивую жизнь ведут. И вот я хотел бы сказать, наша-то проблема мира, да, Темирбек Байке, да, и телезрителям говорю, заключается в том, что, по сути дела, в этом мире, вот давайте условно, 7 миллиардов человек. Ведь всеми процессами заправляет всего лишь 1%. Но в соотношении с 7 миллиардами это 70 миллионов. Эти люди в политике, эти люди в бизнесе. Эти люди в большинстве и в религиозной сфере находятся. Понимаете? И вот этот 1% населения влияет подавляюще тотально на 99% остальных. Да. Вот они как бы вот этого коллективного фараона и образуют. У них очень развито вот это эго, я. Самое развитое гордыня и тщеславие. Эти 9% они колеблются. Они как бы либо поддерживают тех, бегают вот в средних структурах власти, бизнеса работают, да, как бы поддерживая эту систему. Но они готовы всегда развернуться и послужить вот этому большинству, где мы с вами находимся, 90% населения. И вот проблема в том, что сегодня этот 1%, это уже 6 тысяч лет примерно вот так происходит. Проблема в том, что они преподносят нам понимание ценности жизни. Они говорят, экономика должна быть конкурентной. То есть мы должны воевать друг с другом. Мы должны ради прибыли работать. Кредиты должны быть с процентами. Но это все противоречит вообще духу Священного Писания. И тогда мне им хочется сказать, если им сегодня доводов нет, бойтесь. Бойтесь. Неважно, как ваша фамилия. Трамп вы, или там Клинтон вы, или вы Рокфеллер, или Варбург. Бедный ты человек, бедный. Потому что ты не знаешь того, что внутри тебя. У тебя интеллект может быть развит. Ты можешь дойти до уровня Вениамина, но не достичь уровня Иосифа. А здесь ты как волк прожорливый, сказано, да? Будешь, говорит, утром, говорит,
грабит, а вечером делит награбленное. Вот здесь как раз и получается, 1% здесь грабит, у них и ложи масонские, ну не все они, конечно, там одного толка, они тоже друг от друга отличаются. У них всевозможные вот эти сатанинские секты, у них даже, я не знаю, сегодня вся пропаганда вот этого, да, самая низшая энергия. Пропаганда гомосексуализма – это пропаганда похоти, это самая просто агрессивная энергия, да, сексуальная. И если она ее не отрицает, раз она есть, это Бог дал ее, почему тогда Иисус 12 апостолов ставит против того 12 колен? Потому что это как ученичество, как следование за Христос, оно ставит что? В равновесное положение. И тогда мы используем эти энергии в разумных пределах. Питаемся мы разумно, смена впечатлений разумно, даже та же сексуальная энергия разумна, все в пределах разума. И теперь нам просто убирают и говорят, вот свобода. Свобода чего? Свобода я, свобода эго. А соответственно свобода сатаны, свобода демонизации общественного сознания. Я могу одно сказать, если какой-то пессимист скажет, ну тогда сделать ничего невозможно. А я могу сказать так, поверьте мне, тот, кто является истинно верующим человеком и вот это все знает, человеческое «я» на самом деле ничем не управляет здесь. Но есть проблема одна. Мы программируем свое будущее. Вот условно я сегодня совершил какой-то поступок, я запрограммировал себе на будущее. То есть я разбросал камни, буду собирать. Почему Иисус сказал, не судите, да не будете судимы? Ибо каким судом судите, таким будете судимы. Он говорит, какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. Поступай с другим так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. И не делай другому того, чего бы ты не хотел себе. Теперь, когда мы говорим в границах «я», реальности от рождения до смерти, нас это не убеждает. Нас это не убеждает, и оно действительно в границах этого имеет значение, но ограниченное. А вот в границах, смотрите, вертикальных причинно-следственных связей, мы знаем, что если мы сегодня судили определенным образом, мы вернемся, это опять о перерождении, и будем судимы таким же судом, то есть будем собирать камни. Какой мерой мы мерили, кому-то в лицо плевали, кого-то оскорбляли, кого-то унижали, ты придешь и тебе вот тогда через закон Тора, око за око, зуб за зуб, через вертикальные причинно-следственные связи уже язык Евангелия разъясняет язык Торы, возвращает первоначальное понимание. Он говорит, ты вернешься, ты никуда не денешься, но таким судом, каким ты судил, ты будешь судим. Таким мерой, которую ты мерил, тебе отмерят. Вот, это уже закон Тора. Мурат, давайте на этом сегодняшнюю передачу остановим наш разговор и обратимся к нашим телезрителям, чтобы они, каждый из нас, каждый телезритель делал выбор сам. Да. Правильно? Да, выбор делал сам, чтобы какое будущее у него будет. Да. Вот, на этой нотке мы завершаем передачу. Уважаемые телезрители, с нами был Мурат Мусабаев, публицист, социальный мастер, автор ряда книг по данной тематике. До следующей встречи.